Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Во второй половине марта в Дашогузе прошли чистки в управлении здравоохранения вилаята. Арестовано несколько человек. Сообщается также о задержании главного врача местного психоневрологического диспансера. Всем им вменяют экономические преступления. Информации об этом деле крайне мало. Известно, что по подозрению в коррупции, хищениях, продаже медикаментов и медицинского оборудования арестовано несколько человек в самом управлении, включая начальника Бигенча Реджепова, главного бухгалтера по имени Ягмыр, начальника отдела кадров и других работников. Пока неизвестно, связано ли как-то задержание главного врача местного психдиспансера и директора автошколы с идущим следствием в отношении работников управления здравоохранения. Туркмен Ньюс дозвонился до управления здравоохранения вилаята, но на том конце провода быстро повесили трубку. Последующие звонки остались без ответа. Бигенч Реджепов, уроженец Мургабского этрапа, Марийского вилаята, по специальности он врач-педиатр, ведомство возглавлял в течение почти 6 лет. По выражению источника Туркмен Ньюс, начальник вилаятского управления здравоохранения поставил на счетчик всех главных врачей больниц Дашогузского вилаята, заставляя их ежемесячно заносить ему крупные суммы денег. Источник сообщил, что в управлении первым арестовали главного бухгалтера, затем пришли за остальными работниками. Коррупция в сфере здравоохранения Туркменистана повсеместная. В прошлом году Туркмен Ньюс описывал работу перинатального центра Энемихри в Дашогузе, где без взяток не принимают рожениц из этрапов, отправляя их в старый роддом с худшими условиями. В стране предпочитают делать кесарево сечение, часто невзирая на отсутствие показаний. Одной из причин является то, что операция обходится пациенткам дороже, а деньги за нее поступают не только в кассу хозрасчетного учреждения, но и в карман врачам. Также мы рассказывали о длинных списках необходимых медицинских препаратов, перевязочных материалов, систем для капельниц и так далее, которые выставляют родственникам госпитализированных пациентов. Все это они должны покупать в аптеках или непосредственно у сотрудников отделения. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.